Елена пишет, что но управлять страшновато. Нет. Управлять не страшно. Управлять наоборот. Это, знаете, это вдохновляет, это такой уверенность дает, это такой, знаете, такой сила дает, внутренний дух дает, когда вы начнете это делать. Но когда вы со стороны смотрите, со стороны, это страшно выглядит, со стороны, Елена. А когда начнете управлять, это круто вдохновляет. Вот. А все меняется. Рынок меняется, потребители. А вы тоже должны меняться. Когда вы начнете тоже меняться, это вообще круто, это вообще не страшно. Управлять всегда легче, чем страдать, чем стать жертвой. Это управлять всегда легче. Просто нужно иметь план. Заранее надо планировать. Надо иметь план, заранее надо быть готовым к потребностям рынкам и так далее. Вот это очень как раз. Да, вот Анна спрашивает, это как серфинг, наверное. Да, Анна, вы правильно говорите, это есть как серфинг. Бизнес – это управление риском. Бизнес – это управление потребностью. Вы должны создавать потребность, обеспечить эту потребность. А где потребность, там есть деньги. Я повторю, где есть потребность, там есть деньги. Вы должны создавать эту потребность, дольше держаться в этой потребности, дольше обеспечить эту потребность по сравнению других ваших конкурентов и так далее. Кто это умеет делать, тот больше зарабатывает. Кто это не умеет делать, он попадает в риски и так далее. Следующая важная вещь скажу. Никогда не берите большие обязательства. Даже если дело хорошо идет. Я обучаю своих учеников, что бери обязательства, если берешь от годового оборота 20%, но больше не бери. Например, от годового оборота, может быть, это под реализацию ты брал товар у поставщиков, может быть, ты кредиты брал, не знаю, что ты брал, я не знаю. Любое обязательство. Почитай свой годовой оборот, максимум обязательства, если ты берешь, бери 20% от годового оборота, но больше не надо. Я гарантию отдам, что любой бизнес, который контролирует эту формулу, он всегда платежеспособная компания. Эта компания спокойно оплачивает это обязательство. Но стоит, чтобы вы брали 50%, 60% и так далее, вот тогда у вас кошмар начинается. Почему? Потому что пока дела идут хорошо, это здорово. А мы же понимаем, что как берете вы обязательства, это уже постоянный расход. Любые обязательства – это уже постоянный расход. Понимаете? Любое обязательство – это постоянный расход. А доход-то не постоянный. Если вы сейчас хорошо зарабатываете, вы берете это большие обязательства, вы надеетесь, что я беру это и сделаю еще лучше и так далее. А на самом деле неправда. На самом деле неправда. Вы наоборот, себя назад бросаете иногда, порой, благодаря этим большие обязательства. Это очень сложно становится потом. Поэтому, если берете обязательно, берите, они должны вам помогать. Но сколько? Годовой товарооборот почитаем и 20% берем. Больше не надо брать. Берите вот столько. Жадность, знаете, управлять своим желанием. Шагайте правильно. Управлять своим желанием. Это важно. Знаете, почему мы страдаем? Мы страдаем, потому что у нас очень иногда порой ненужные желания. А эти желания приводят к страданию. Быстрый рост, быстро хочу, того хочу, это хочу и так далее, и так далее. Это приведет к большему страданию. Поэтому нужно научиться управлять своим желанием. Это важно. Очень важно. Вот. Поэтому я скажу вот что. Особенно обязательство, когда увеличивается, это такая ловушка существует. Есть такая ловушка, когда люди не заметите их просто. Это когда? Когда у вас резко растет компания. Или когда у вас рост бизнеса идет. Когда доход растет. Вот это момент, когда доход растет, люди незаметно начинают расширяться.
Они начинают нанимать больше персонала, они начинают нанимать надутые, скажем, ассортимент делать, они начинают больше покупать оборудование, они начинают больше свои базы, свои активы, они начинают брать больше кредитов, и они начинают больше, им кажется, что все, теперь дела еще круто идут. Но на самом деле они думают, что они расширяются. Но на самом деле это не расширение, это распыление. И это и есть распыление, в конце концов. И это распыление приводит к распылению во всем. Ваше внимание, уже, понимаете, рассеяние мысли, рассеяние, это слабые мысли. Концентрирование мысли, это сильные мысли. Где фокус, там результат. Поэтому, когда ваше внимание рассеяно, это рассеянная энергия. Вот она. Все вот это. Рассеяние, энергия. И одновременно, вот внимание обратите, одновременно рассеянные ресурсы. Ресурсы быстро начинают расходоваться. Сама бизнес превращается в, как называют, болото, что ли? Съедать. Она начинает съедать. Начинает съедать. Понимаете? Она потихонечку начинает съедать то, что вы зарабатываете, то, что вы делали, и так далее, и так далее. Понимаете? Вот. Поэтому хочу сказать, чтобы вы не попали в это самый один из кассовый разрыв, самый сложный риск – это кассовый разрыв. Кассовый разрыв когда нарождается? Когда у вас доход растет, человек начинает неосознанно увеличить обязательства. А потом доход-то нестабильный, а эти обязательства, большинство из них постоянные и стабильные. И на тебе, если колебания рынка, доход падает, у тебя кассовый разрыв. Большинство людей банкротятся так. Есть такая народная пословица, рвется там, где тонко. И поэтому начинается вот это кассовый разрыв, банкротство, долги и так далее, и так далее, и так далее. Я каждую неделю консультирую людей, которые хотя бы минимум, у них, есть люди, которые очень много, есть, которые средние долги есть, и большие долги есть. И консультировал 2 недели назад человек, даже неделю назад человека, около $2 миллиона долги. Бизнес хорошо шел, обороты были в 8-9 миллионов, а потом резко упало все и пошло вот такое. И, понимаете, таких много случаев, очень много таких случаев. Поэтому вы должны стратегически развиваться. Спонтанный рост, быстрый рост, резкий рост – это проблема.